Всевышний Аллах создал время. О чем сказано в Коране, о чем он сам говорит в Коране? Так, ба'да аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Инна иддата шухури инда Аллахи 12 шахран фи китабиллах яума халака ас-самавати вал ард минха арба'ату хурум. Воистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Толкователи Корана, в частности, Саади, рахимахуллах, отмечает и говорит, в частности, про запретные месяцы. Они считаются самыми почитаемыми месяцами, и совершение грехов в них особо тяжкое преступление. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом контексте сказал ан Аби Бакра марфуан: инна замана кад истадара ка хайати яума халака Аллаху ас-самавати вал ард. Посланник Аллаха сказал: поистине время вернулось на круги своя, каким было оно в день, когда Аллах сотворил небеса и землю. На круги своя имеется в виду, он восстановил порядок, потому что арабы играли с этими месяцами и тому подобное, для того, чтобы начать войну, для того, чтобы начинать какие-то набеги и тому подобное. И он сказал: на круги своя, каким было оно в день, когда Аллах сотворил небеса и землю. В году 12 месяцев, из них 4 заповедные или запретные. 3 следуют друг за другом. Зуль-Ки'да, Зуль-Хиджа, Мухаррам. И еще Раджаб, Мудара, который между Джумадой и Ша'баном. Итак, Всевышний Аллах выделил 12 месяцев. 4 запретных наделил особым статусом. Таково его предпочтение, такова его воля. И как говорит Всевышний, «Ла юс'алю амма яф'аль, ва хум юс'алюн». Его, то есть Аллаха, не спросят за то, что он совершает. А они, то есть все творения, будут спрошены. Это по поводу вопроса, почему и тому подобное. Почему именно эти 4 месяца? Хотя мы по поводу мудрости, далее мы затронем мудрость этого. Для чего я это все говорю? Я это говорю, потому что мы уже с вами застали месяц Раджаб. Уже практически половина Раджаба. 12 сегодня число, если я не ошибаюсь, Раджаба. А Раджаб – это один из 4 этих запретных месяцев. Сам по себе статус запретный месяц, он уже обязывает многому на самом деле. То есть это особенный статус. 4 месяца, они особенные, они запретные. В частности, ученые что говорят? Почему эти месяцы названы запретными? Хурум. Почему? Причина в чем заключается? Причина заключается в том, что, во-первых, литахримил киталь фиха илля ан ябда аль-аду. Запрещается начинать войну в эти месяцы, за исключением того случая, когда идет нападение. Интихак аль-махарим фиха ашадду минха фи гайриха. Потому что совершение запретных поступков, которые сами по себе и так являются запретными, но бремя за грех совершенных поступков в эти месяцы он более тяжкий, он более обременительный. Вот 2 причины, по которые упоминают ученые. И поэтому Всевышний Аллах говорит: «Фаля тазлиму фихинна анфусикум». Поэтому не поступайте несправедливо, о верующие, несправедливо по отношению к самим себе, то есть совершая греховно. Если же говорить про мудрость, почему Аллах выделил эти 4 месяца, сделал их запретными, то в частности можно предположить, тут утверждать ничего нельзя, только предположить можно. Утверждение лишь одно: такова воля Аллаха. Ведь Аллах, субхану тааля, создал ночь для того, чтобы человек отдохнул, правильно? Ну, как правило, все же люди спят ночью.
Это тоже временной отрезок для отдыха, успокоения. День он создал для бодрствования, для активности, совершения дел, поступков и тому подобное. Аллах, Творец и Создатель Вселенной, Он лучше знает, что, когда, зачем, почему. И поэтому, быть может, Аллах, тот, который сотворил время, тот, который сотворил эти месяца, Он знает, что именно в эти месяцы совершение благих поступков, оно более воздействует на душу человека. То есть лучше воздействует аксару та'сиран. И в то же время, то есть она лучше очищается, быстрее очищается, лучше происходит духовный рост. И в то же время совершение греховного более быстро ведет к мерзости души человеческой. Вторая причина, которая упоминается в этом контексте размышлений, что человеческие души, они склонны к совершению запретного. Так или иначе. Ведь Аллах, Субхану ва Тааля, когда создал Адама, ангелы же именно об этом сказали. «Атадж'алю фиха». О Аллах, разве ты установишь на земле того, кто будет проливать кровь и тому подобное из этого контекста? Ильтимасан бихадил ай. Поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, выделил эти промежутки и сказал: не делайте в этот промежуток запретного. Ну и третья мудрость, которая возможна, это то, что если мы будем смотреть, да, очень много видов поклонений заложено именно в эти промежутки времени. В частности, хадж, в частности, Айдуль Адха, в частности, Йом Арафа, у которого очень много достоинств и тому подобное. Поэтому, когда человек совершает эти поступки или готовится к совершению этих поступков, а потом наступают обычные времена, коими являются оставшиеся месяцы, разумный человек, он скажет сам себе: а зачем я старался, чтобы сейчас делать запретное и аннулировать, спустить на нет все, что я делал ранее? Таким образом, о верующий, Всевышний создает временной трамплин, если так можно выразиться, для своих искренних рабов, чтобы они могли очистить свои души, приблизиться к Нему. Особенности запретных месяцев сводятся к тому, в частности, о чем я уже упомянул, что очень много богоугодных, праведных поступков, поклонений именно заложены в эти месяцы. Я уже упомянул об этом. Также заключается в том, что приумножение награды за совершение благих поступков именно в эти месяцы даруется Всевышним. Но в то же время усиливается наказание, усиливается бремя за совершенное зло. Также я затрагиваю эту тему, в том числе и по той причине, что сегодня многие мусульмане, я бы сказал, абсолютное большинство, они не знают, что такое лунный календарь, не знают названия месяцев лунного календаря, не знают их порядок, живут больше вот так, Рамадан, хадж, все. А надо знать все это, поскольку все виды поклонений в исламе, они привязаны именно к календарю этому. И я также говорю об этом, поднимаю эту тему, потому что мы находимся в преддверии Рамадана, великого месяца поста, который является столпом ислама, рукнун ин аркан аль-ислам. Поэтому, дорогие братья, праведные предшественники начинали делать дуа до месяца, за много месяцев до того, как наступил Рамадан. А потом многие месяцы просили Всевышнего, чтобы Аллах принял их пост. Поэтому, дорогие братья, праведные предшественники считали, что следует готовиться к наступлению Рамадана уже с Раджаба. Уже с Раджаба следует готовиться к Рамадану. И уподобляли это. Есть очень много красивых высказываний насчет этого. Я приведу вам эти высказывания, чтобы вы пропитались этими смыслами, чтобы оно тронуло наши сердца, иншаллах. Итак, обратите внимание, что они говорили. Они говорили в частности: «Раджабун ли таркиль джафа, ва ша'бану лил амали валь вафа, ва рамадан ли сидки ва сафа».
Раджаб, долой сухость, черствость. Шаабан, возьмись, верно делай стойко. Рамадан, будь правдив всегда и чист. Также они говорили, Раджаб шахру тауба, ва шаабан шахру махабба, ва Рамадан шахру курба. Раджаб месяц покаяния, Шаабан месяц любви, а Рамадан месяц приближения к Аллаху. Также они говорили, Раджаб шахру хурма, ва Шаабан шахру хидма, ва Рамадан шахру ни'ма. Раджаб месяц запрета, Шаабан, то есть запретный месяц, Шаабан месяц службы, а Рамадан месяц милости Аллаха. Месяц службы, потому что посланник Аллаха очень много постился в месяц Шаабан, готовясь к Рамадану. Также они говорили, праведные предшественники, Раджаб шахру айбада, Шаабан шахру захада, ва Рамадан шахру зияда. Раджаб месяц поклонения, Шаабан месяц поклонения имеется в виду обычного поклонения, не особенного поклонения, как это делают некоторые мусульмане. Об этом чуть позже. Шаабан месяц воздержания, аскетизма, а Рамадан месяц приумножения. Также они говорили, Раджаб шахрун юда'афу Аллаху фихи л-хасанат, Шаабан шахру тукаффиру фихи сайят. Раджаб это тот месяц, в который Аллах приумножает награду за добрые поступки. Шаабан это тот месяц, в который Аллах дарует искупление за совершенное зло. А Рамадан это месяц, в который ожидается карама, проявление почета от Аллаха, знак почета в отношении своих рабов от Него, то есть от Аллаха. Также они говорили, Раджаб шахру сабикин, ва Шаабан шахру муктасидин, ва Рамадан шахру асин. Раджаб месяц устремленных, Шаабан месяц умеренных, а Рамадан месяц грешников. Это ильтимасан биль-ая, да, как Аллах субхану говорит в одном из аятов, делит, да, своих рабов на эти категории. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, залимун ли нафсихи, умеренных, аль-муктасид, и опережающих других в добрых делах с дозволения Аллаха. А также ильтимасан биль-хадис, то, что пророк саллаллаху сказал, когда пришел Джибрииль и ему сказал, о Мухаммад, скажи аминь тому, кто застал Рамадан и не было прощено ему. Скажи аминь, что он будет погублен. Также они говорили, в частности, Зуннун аль-Мисри, Раджаб. Раджабун ли тарки аль-афат, ва Шаабан ли исти'мали та'ат, ва Рамадан ли интизар аль-карамат. فمن لم يترك الآفات ولم يستعمل الطاعات ولم ينتظر الكرامات فهو من أهل الترهات. Раджаб месяц оставления бед. Бед имеется в виду грехов. Шаабан месяц извлечения пользы из поклонения. А Рамадан месяц ожидания почета от Аллаха, карамы. Тот, кто не оставил беды своей, не воспользуется поклонением и не будет ожидать почета Аллаха, он никто иной, как бездельник, как глупец. Также он говорил, Раджаб шахру зара, ва Шаабан шахру саки, ва Рамадан шахру аль-хасад. Раджаб месяц посева, Шаабан месяц полива, а Рамадан месяц сбора урожая. Также некоторые праведные предшественники уподобляли эти 3 месяца дереву. Они говорили, Раджаб месяц появления зеленых листьев, шахруль Ирак. Шаабан месяц появления плодов, аям исмар. А Рамадан месяц созревания этих плодов. Ибн Раджаб, рахимахуллах, говорил, шахру Раджаб мифтах ашхуруль хайри валь барак. Месяц Раджаб – это ключик к месяцам блага и благодати. Следует отметить, что из желания приблизиться к Аллаху во многих мусульманских странах позже появились некие традиции,
которые не имеют оснований, не имеют фундамента в религии, в исламе. В частности, выделение там одного из день джума, первого джума в месяц Раджаб и тому подобное. Побуждение к особенным каким-то видам поклонения в этот месяц. Нам, всем мусульманам, следует знать, что нет ничего подобного. Посланник Аллаха не выделил этот месяц какими-то особенными, специальными видами поклонения, которые бы совершались именно в этот месяц. Но этот месяц сам по себе он особенный, как я об этом уже упомянул, он запретный. И я привел несметное количество высказываний праведных предшественников, праведников, золотое поколение, на которое нам следует ориентироваться, которые высказывались об этом месяце, чтобы мы прочувствовали это, почувствовали это. Да, есть сунна, которая соблюдается всегда и в любой месяц. Пост, понедельник, четверг, светлые дни и тому подобное. Есть навафиль и их несметное количество, чтение Корана, помощь бедным, нуждающимся, которое очень актуально сейчас во время войны, посещение больных, раненых, которое актуально сейчас во время войны. И некоторые братья у нас лежат в больнице, раненые. Некоторые погибли шахидами, да примет Аллах их шахаду и так далее. Дорогие братья, Всевышний Аллах, день джума, есть такой момент, когда Аллах отвечает на мольбы просящих. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. На Него одного уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А того, кого Аллах введет в заблуждение, уже никто не наставит на этот путь. Я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме одного единственного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Итак, дорогие братья, мы говорили про особенный статус запретных месяцев. Почему они были так названы? В чем заключается мудрость? Мы говорили об особенном отношении, которое должно проявить каждому из нас в эти месяцы. Больше приближаться к Аллаху. Меньше ослушаться Аллаха, потому что ан-нафсуль аммара бису, душа имеет разные облики. Один из этих обликов – это то, что идет побуждение постоянно ко злу. Мы говорили про месяц Раджаб, который по сути из всех тех высказываний, которых я привел, праведных предшественников, по сути он является началом, если так можно сказать, триады, тройки других, то есть в совокупности месяцев, великих добрых дел. Эверестом, естественно, является Рамадан. И все это для Рамадана, с целью застать Рамадан. И горе тем, я не хочу говорить про войну, но так или иначе все время приходится говорить про нее. Горе тем, кто считает себя мусульманами, я имею в виду про ту сторону. Про Россию и мусульман в России и участвует в этой дикой войне, которую развязали приспешники дьявола в 21 веке. Я говорю это особенно сейчас. Возможно, кто-нибудь услышит это. И, возможно, до кого-нибудь это дойдет. И, возможно, до кого-нибудь по воле Аллаха мы достучимся. Горе тем, кто примет участие, кто позволит себе вовлечь себя в это зло, учитывая все, что я сказал, особенно в этот месяц. И это особенно актуально сейчас, когда говорят о повторном наступлении масштабном, о повторном нападении и тому подобное. Бойтесь Аллаха, о мусульмане, особенно в запретные месяцы. Не позволяйте себя вовлекать в это зло. وَإِنِّي دَاعٍ فَأَمِّنُوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات